А мы приветствуем нашего очередного гостя. Это Владислав Хабаров, заведующий отделом научной реконструкции Национального музея Татарстана. Разговор у нас будет для тех, кто летом не любит сидеть дома. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в начале августа в Казани пройдет фестиваль «Восток-Запад. Отечественные войны России». Что готовите? Ну, наш фестиваль – это такой реконструкторский фестиваль. О реконструкторском движении можно долго рассказывать. Но сейчас немножко не об этом. Готовим две программы – мирную и военную. И каждый раз, каждый день одна программа мирная и одна военная. Первый день посвящен Отечественной войне 1812 года. Мир – это балы, это развлечения, так сказать, аристократии, это народные развлечения, это танцы, песни, гусары. Военная – это показ некоторого реконструкторско-художественного, так сказать, полуспектакля, даже не знаю, шоу, о боевых действиях времен Отечественной войны 12 года. Второй день будет посвящен Великой Отечественной войне. Ну, в принципе, опять тот же самый. 30-е и 40-е года – это то, что было в мирной жизни, это и программа «Вечером были танцы», это, опять же, дворовые игры, в которые играли наши прабабушки, прадедушки, это песни, ну и плюс военные программы. Покажем также реконструкторскую спектакль, шоу, который будет называться «Разведка боем», посвященный тем событиям, которые происходили ровно 75 лет назад, то есть занятию города Орла. А вот мне интересно, сколько примерно людей принимают участие в реконструкции, например, сражений? Ну, это смотря где, сражения бывают разные. Ввиду того, что мы проводим, так сказать, в условиях города, да. Более того, напротив Национальный музей на внутреннем дворе, у нас будет порядка 100 человек. А бывают сражения по 5, по 6 тысяч. Это, да, вот я участвовал в таких, например. А где это было? 200-летие сражений при Аустерлице, на полях сражения, где это было 5 тысяч человек. Вот 200-летие сражения битвы под Лейпцигом 7 тысяч человек. 200-летие Бородинской битвы тоже 7 тысяч человек. Вот это да. Масштабы достаточно большие. Хорошо, но мы возвращаемся к нашему разговору о фестивале. А что будет в кульминации праздника? Ну, мы так думаем, что кульминацией праздника – это все-таки вот эти реконструкторские бои. Мало где можно их все-таки увидеть. Потому что песни послушать можно, танцы тоже можно увидеть. А вот такое вот показательное выступление, где будут там бегать, сражаться, стрелять в точных копиях униформы наполеоновских войн, точных копиях униформы Великой Отечественной войны, это все-таки достаточно большая редкость. Эффект присутствия. Да, эффект присутствия, да, будет. Великолепно. А что предложите детям? А вот у нас есть программы, которые будут называться «Дворовые игры». И в первый, и второй день. То, в что играли наши дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки. Начиная от банальных классиков, в которых, я боюсь, уже никто не умеет играть, заканчивая играми Серсо, ну и тому подобное. Расскажите нам хотя бы про парочку каких-то таких классических игр тех времен. Ну, возьму то же самое Серсо. Это достаточно аристократичное было развлечение. Дело в том, что в XIX веке было развито фехтование, и необходимо было уметь, так сказать, владеть шпагой. И отсюда было маленькое развлечение. Деревянная шпага, кольцо. И, соответственно, два товарища кидают друг другу вот это кольцо, и необходимо попасть в это кольцо шпагой. Да, поймать. Вот такое маленькое развлечение, но, тем не менее, достаточно забавная, достаточно активная. Я так думаю, теннис чем-то напоминает. Да, наверное. Очень интересно. А вот мы еще знаем, что там будут такие зарисовки из бытовой жизни солдат. Да, немножко такого будет. Это и мы поставим бивак, палатки армейские, расскажем, что ели солдаты в 1812 году и что ели в Великую Отечественную войну, какое было меню. Покажем, как они, что носили, что обязательно было на себе. Расскажем про медицину того времени. Правда, медицина 12 года больше, по-моему, напоминает фильм ужасов какой-то, чем рассказ о медицине, но тем не менее. Ну и много таких маленьких бытовых зарисовочек. Да. Вот этот фестиваль, мы знаем, что выиграл Гран-при. Да, было такое. Расскажите, пожалуйста. Ежегодно проходит такое
мероприятие, называется «Национальное событие туристическое», где различные мероприятия, в том числе и военно-исторические фестивали, представляют свои программы и, соответственно, рассказывают о том, как они реализованы. Причем очень важный момент – это за какие затраты, сколько туристов прибыло, там, инфраструктура, что можно посмотреть, как добраться, ну, по таким позициям. Вот. В прошлом году наш фестиваль вот по этим позициям занял гран-при, включен в национальное событие туристическое. Ну и, в общем-то, советуют всем сходить посмотреть. А вот тогда спрошу так, о туристах. Как они реагируют? Вот особенно вот на такие, ну, я не знаю, это же эффект присутствия, еще раз повторюсь, да? Это как в фильме каком-то принимать участие. Ну, как правило, аплодируют, а потом бегут с нами фотографироваться, обниматься, щупать нас и так далее. А любой человек может принять участие в реконструкции? Или же вот вы специально набираете? Ну, нет, людей? любой человек, наверное, не может принять участие в реконструкции. Для того, чтобы принять участие в таких мероприятиях, необходимо несколько, ну, так сказать, условий. Давайте их Расскажите. обговорим. Ну, во-первых, необходимо иметь свой комплект униформы Так. и снаряжения, потому что свой это не должен. выдается, это не Мосфильм, который приехал и раздал. Да. То есть это люди, объединенные, как правило, в военно-исторические клубы, и, соответственно, вот все, что на них есть, все, что они показывают, это очень точно воспроизведено с деталировкой, ну, принцип такой, если мы попадаем в прошлое, нас нельзя отличить. Вот. И второе, эти люди должны быть подготовлены. То есть, ну, если мы берем подготовленного человека и командуем ему по-французски «порте возарм», он стоит и думает, а что мне сказать? Да. Он думает такой, ой, я вроде слышал его Да. у бельгийской сборной, да, по футболу? Да, что-то в этом роде, там, ну и так далее. Или там уметь действовать по уставу Красной Армии, причем 1936 года, она немножко отличается от современности, то есть вот тоже надо как-то это дело делать. Плюс еще некоторые навыки сценического мастерства, то есть когда ты изображаешь, что тебя конечно, убили, да. надо как-то там красиво Потеть. упасть, причем, да, эффектный, причем безопасный, ведь мы же не хотим Да-да-да. никого переломать. Конечно. Ой, безумно интересно. Что ж, спасибо вам огромное за такой интересный разговор. Мы обязательно придем и посмотрим на Да, пожалуйста. вот эти и сражения. Обязательно. и- Все реконструкции, тем более меня сейчас уже очень интересует, какое же было меню у солдат, которых было время-то немножко. Да, и узнаете. Да. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Ну а мы продолжаем. И сейчас афиша событий на сегодня.